Привет, Дмитрий, как дела? Привет, Эмиль, все отлично. У тебя как дела? У меня тоже все хорошо, спасибо. Что делаешь? В последнее время занимаюсь различными образовательными проектами, разрабатываю вместе с коллегами настольные игры по различным школьным предметам, по татарскому языку, по русскому языку, по географии, по некоторым другим. Также снимаю видеоролики для педагогов и для учащихся по различным школьным предметам. Ты учитель географии. Почему ты захотел стать учителем? На самом деле так забавно получилось. Мне написал ВКонтакте завуч из нынешней международной школы и предложил устроиться, тогда еще в 19-й гимназии учителем географии. И я сначала подумал, очень странно, что человек пишет из интернета, так скажем, из социальной сети, пытается найти работников. Думаю, совсем что ли туго с работниками, раз ищут таким образом. Но подумал, что еще отметил то, что это очень креативный способ. И с тех пор пришел и втянулся, и очень понравилось. То есть я понял, что образовательная сфера — это то, в чем я силен, и то, что мне нравится. То, что будет развивать не только меня, но и окружающих. То есть такая получается польза и себе, и людям. Но когда учился, не было мысли о работе учителем? Нет, у меня мысли не было до 26 лет. Понятно. А что самое трудное в работе учителя? Что больше всего не нравится? Такой провокационный вопрос, что не нравится. Да. Давай я лучше скажу, что нравится и что труднее всего. И то, что хочется, чтобы изменилось. Хочется, чтобы все дети учились и получали знания с точки зрения того, что я прихожу, делюсь максимально подробно всем тем, что я знаю. И хочется, чтобы детям была отдача. Это не проблема, это задача учителя сделать так, чтобы заинтересовать детей. И как раз-таки различные проекты современные, условно говоря, видео-челленджи, какие-то игры, разного рода, настольные, деловые, сюжетно-ролевые. Вообще вся такая, так скажем, назовем движухой, она помогает как раз-таки вовлечь учащихся детей в процесс получения знаний. Угу. То есть хороший учитель — это тот учитель, который находится на одной волне с его учениками? Получается, да, то есть ты не можешь, сейчас такой век, ты не можешь отделяться от ребенка, потому что если ты отделяешься, то автоматически ты выпадаешь из поля зрения ученика. И если ты хочешь, вовлекать ребенка, ты либо должен его подтягивать в свою сферу, что маловероятно, так как у ребенка свой мир, либо проникать в мир ребенка. Наверное, получается, я выбираю второй путь, когда пытаюсь на уровне, даже просто у детей спрашиваю, что вы хотите, чтобы было на уроках, какие способы обучения вам нравятся. То есть, в принципе, я даже такой, это первый урок мне строится, обучение, когда у ребят спрашиваю, что вы хотите. И получается такая обратная связь, рефлексия, и как раз-таки, слушая детей, я даю им то, что они хотят получить. Соответственно, и требую тоже взамен то, что они учились. Некоторые учителя, например, жалуются на каких-то учеников, которые себя очень плохо ведут, или на обилие документации, некую бюрократию такую. Понял твой вопрос, я на него отвечу немножечко по-другому, не так, как ты хочешь услышать напрямую. Вообще моя философия отличается от вопроса, который мне задан, поэтому сейчас объясню. Вопрос заключается в том, что не нравится. Мне кажется, человек сам выбирает свою жизнь и те мысли, которые у него появляются в голове. Я ищу позитив во всем, стараюсь какие-то негативные моменты, если они даже есть, я их перевести в любом случае в чем-то негативном, найти положительный момент. Например, ученик, условно говоря, не учится. Я думаю о том, каким образом замотивировать его на учебу. То есть для меня это не проблема, а задача, которую нужно решить. Вопрос поэтому мне немножко не близок. Еще плюс такой момент отмечу, то что мне, наверное, повезло. Я работаю в двух хороших школах. Это 19-я гимназия в городе Казани. И работаю в школе «Иннополис». То есть это школы, которые двигают образование Казани, Иннополис, Республики Татарстан, России вперед. И поэтому, так скажем, мне грех жаловаться. Но я думаю, все-таки здесь дело не в школах, а в мышлении человека. Поэтому для меня важно, чтобы дети тоже учащиеся научились мыслить с точки зрения возможностей, ресурсов, а не каких-то ограничений и негативных факторов. Что самое грандиозное, что произошло в последнее время? За последний год произошли ряд событий, важных не только для школы «Иннополис», но и для Республики Татарстан. У меня коллега выиграл педагогический дебют Республики Татарстан этого года. И ваш покорный слуга, я буквально пару дней назад вернулся с конкурса из Самары, тоже министр образования Самарской области наградил меня и
моих коллег, потому что коллеги помогали участвовать в конкурсе, готовили меня к конкурсу. То есть это показатель того, что школа развивается в правильном направлении, и школа уже там буквально за пару лет работы показывает достаточно хорошие результаты. Вот теперь остается только двигаться вперед и развивать школу по разным направлениям. То есть из таких вот результатов выдающих я бы отметил победы в различных профессиональных конкурсах педагогов. И коллектив школы на полюсе является удивительным. Наверное, тоже вот мне повезло, опять-таки, да, возвращаясь. И в 19 гимназии, и в школе на полюс собраны до сих пор, работают учителя, которые таким интересным взглядом на мир, то есть хотят, чтобы дети были счастливы и развивались. Вот поэтому, наверное, и в той, и в другой школе можно отметить именно коллектив. Если раньше капиталом была там земля, фабрики, там заводы, да, какие-то деньги, то сейчас капитал — это в первую очередь люди, которые меняют мир и пространство вокруг себя к лучшему. Итак, это один из ваших проектов? Да, Амиль, я хочу тебе рассказать о проекте, который связан с татарским языком. Это настольная игра по татарскому языку. То есть у тебя есть набор букв татарских. Вот я сейчас выступлю. Допустим, какое слово ты хочешь составить? Допустим. На татарском? Ну да, небольшое. Ну, например, гузель. Ищи буквы. Может, давай какое-нибудь слово покороче выбери, чтобы букв меньше искать. Хорошо. Он. Давай, ищи. Нашел, Так, да? да. Тебе нужно разместить это на игровом поле, начиная с белой ячейки. Вот. Получается, у тебя ты составляешь слова, за каждое слово получаешь баллы. На каждой букве написано, сколько баллов ты зарабатываешь. Если буква используется часто в алфавите, например, буква А, она очень часто используется в татарском алфавите, как в любом другом. Соответственно, зарабатываешь всего 1 балл. Буква Н используется намного реже, и, соответственно, 5 баллов. А есть буквы, где ты зарабатываешь 10 баллов. Например, вот твердый знак, да? То есть очень редко используется, и в татарском языке тем более. Соответственно, набираешь больше баллов. Чем больше букв, чем больше слов ты составишь, тем больше баллов ты наберешь, и тем больше шансов выиграть в игру. Игра связана не только с изучением новых слов в татарском языке, а также эта игра прививает любовь к татарской культуре. То есть здесь вот представлена татарская вышивка, татарские мотивы. Когда ребенок, там, ученик там, или взрослый играет в эту игру, он не только изучает татарские слова, но и, так скажем, влюбляется в татарскую культуру. То есть игра несет в себе сразу несколько таких смыслов и глубоких посылов. Тем более это актуально очень в наше время. А эту игру можно где-нибудь купить? Эта игра идет как социальный проект, она не продается пока, вот, но в перспективе дальнейшей планируется возможно продажа. Я хочу тебе рассказать о второй игре, которую делает наша команда. Она называется «Мили Хазине». В татарской культуре, как в любой другой культуре, очень много символов. Эти символы представлены здесь на табличке. Покажу. Чак-чак, треугольник, хаджана среди. В общем, здесь, так скажем, основные символы связаны с культурой Татарстана. Игру очень можно играть разным способом. Давай попробуем. Допустим, часть карточек дается тебе, часть мне. Переворачивай. Ищи карточку. Чем быстрее я найду. Да, чем быстрее найдешь и кладешь сюда. Допустим, вот у тебя какой есть? Так. Ищи. Татарские символы, да? Если нет, если ничего нет, карточку убираешь назад. И Нашел? мне нужно положить? Нашел? Да. Да, и сказать, что за символ. Это Исламская академия в Болгарии. А ты можешь, ты уверен, что он так называется? Вот. Ты уже нашел. Все, хорошо. Ищем дальше. То есть это, по сути, эквиваленты иностранных игр, уже известных по всему миру, но вы их делаете татарскими. Можно сказать, что так. Некоторые игры, в основном для детей, они создаются с нуля, но игры для людей постарше, для детей школьного возраста, обычно как раз-таки, да, делаются аналоги игр. Я не считаю в этом ничего плохого. Мне кажется, как раз-таки настольные игры помогут популяризовать татарскую культуру и сделать так, чтобы дети полюбили татарский язык, так как, даже если он не является для них родным, чтобы они его полюбили как родной язык. Ты изучаешь татарскую культуру по таким известным татарским символам и влюбляешься, так скажем, в культуру. Я играл и со взрослыми, и с детьми, и всем очень нравится, и детям, и взрослым. В чем, по-вашему, главная проблема образования в России? Вопрос такой очень сложный, но можно выделить, наверное, несколько таких проблем основных. В первую очередь я выделю проблему отсутствия, точнее, недостаточности педагогических кадров качественных, а это связано с тем, что
относительно российских мерок платят низкую зарплату. Допустим, если мы говорим о финско-сингапурской системе обучения, которая зачастую ставится как в пример, ну, там, допустим, 10 человек на одно место. Да, то есть 10 человек приходят на одно учительское место. И, соответственно, конкуренция очень высокая, и приходит действительно профессионал своего дела. И, соответственно, в школах хотят работать. По-моему, в Финляндии профессия учителя является самой высокооплачиваемой и относится к категории госслужащих. Кстати, еще одна вытекающая проблема – это престижность профессии. Следующая проблема – то, что зачастую в школах в российских учат только знаниям, их называют харды, hard skills, знания, и не учат тем навыкам, которые им реально пригодятся в жизни с точки зрения просто жизни и работы. Например, умение работать в команде, умение общаться с другими людьми, умение понимать свои эмоции и эмоции других людей, навыки креативности. Да? То есть в основном сейчас все такие современные продукты создаются людьми, которые творческие, которые не боятся экспериментировать. Этих навыков российским школьникам сейчас не хватает. Наверное, такие вот основные проблемы. Но опять-таки здесь надо думать, надо целое прям исследование делать, каких проблем. Ну вот основные 3 проблемы, по моему мнению, я выделил. Ну вот еще вместе с этим подготовка к ЕГЭ, самой ЕГЭ, формы ЕГЭ. Как вы вообще относитесь к экзамену, единому государственному экзамену в России? На многие вопросы нельзя однозначно ответить, там, черное или белое. У каждого явления есть свои плюсы и свои минусы. У ЕГЭ можно отметить такие плюсы, как то, что ребенок сдает в 11 классе экзамен, и он, получается, может поступить в любой из вузов России. Да? То есть не ограничено. Если раньше ему нужно было ездить физически там, в Москву, в Санкт-Петербург, в Новосибирск, в Казань, то сейчас ему нужно всего лишь послать в электронном формате документы, что, конечно же, облегчает поступление, например, ребенка с какого-нибудь маленького, там, не знаю, условно говоря, сибирского села в крупный университет России. Вообще российская система подготовки направлена на то, чтобы в человеке воспитывают индивидуализм, когда он заточен на решение каких-то задач, но при этом в нем не развиваются навыки, допустим, командной работы. И вот, допустим, есть иностранные тесты, например, PISA или PIRLS, в которых как раз-таки оценивается в том числе и умение работать в команде, умение применять знания на практике. Еще одна, кстати, да, тоже такая проблема. Вот. И как раз-таки в российских тестах в ЕГЭ вот хочется что-то вести. Понятно, что это нетривиальная задача, и как сделать тест, чтобы оценить умение работать в команде. Но если такую задачу поставить перед Министерством образования, я думаю, они с ней справятся. Просто такие задачи пока перед ним не ставятся. А как проходят ваши уроки? Что вы делаете для того, чтобы у учеников развивались не только харды, но еще и софты? Ну, во-первых, нужно, да, еще раз уточнить, что такое hard skills, что такое soft skills. Hard skills — это знание конкретных предметов, там, математики, химии, черчения. Софты, soft skills — это те навыки, которые нужны людям для успешной жизни и работы. Умение работать в команде, умение общаться, навыки креативности, ну и так далее. Их еще называют навыками 21 века. Для того, чтобы уроки проходили, чтобы развивать как раз-таки в них вот эти качества, я устраиваю занятия так, чтобы ребята работали в команде. И результат зависит от того, как они будут общаться внутри команды и работать внутри команды. По этой причине, то есть как бы это вот, я закрываю вот этот момент. Второй момент – практикоориентированность и знания. Если зачастую школьники из других стран, они могут не знать какую-то формулу, ну, допустим, я сейчас условно утрированный пример, например, как там, не знаю, посмотреть, есть в проводе электричество или нет. Ребята из других стран могут не знать, как по формулу, как вычисляется электричество, да, как измеряется электричество, но они, по крайней мере, могут физически померить каким-нибудь прибором, как вообще понимать принцип, как померить, есть электричество или нет в проводе. Наши ребята, наоборот, проблема. Они очень много знают формул, но в практике не могут применить. И вот, по этой причине я стараюсь использовать такие технологии, чтобы ребята погружались в практику. Один из таких ярких примеров, один из уроков я проводил в магазине, когда ребята изучали страны и города, где произведена та или иная продукция. Например, 9 класс сдает экзамен общегосударственный, в котором спрашиваются российские города и что там производится, например, там какая-то пищевая продукция или текстильная промышленность. И ребята могут из тех продуктов, которых окружают дома, в магазине, они могут сделать привязку к тому, что, допустим, в Краснодаре, оказывается, там очень много выращивается зерновых культур. И они идут в магазин, смотрят, ага, Краснодар, ага, зерновые культуры. И у них идет подвязка к жизни. И, конечно, когда проходит экзамен, им намного проще вспомнить и вообще понять этот окружающий мир, потому что они это видели вживую, трогали там пакетики, ну и просто это просто интересно
И такие уроки обычно проходят достаточно весело. То есть такой, подкрепляя, помимо практикоориентированности знаний, подкрепляя все это позитивными эмоциями. Очень часто в жизни происходят те вещи, которые нам не нравятся. Например, назовем их падениями. И после падения обязательно нужно вставать. И именно падение делает нас сильнее. В некоторых компаниях спрашивают не о твоих достижениях и успехах, а спрашивают, а были ли в твоей жизни провалы. И если человек говорит о том, что да, у него были провалы, и он там поднимался, да, и реализовал какие-то проекты, тогда компания понимает, что этот человек действительно, он знает жизнь, он видел жизнь не только с хорошей стороны, да, скажем, его потрепало. Мой основной совет – это подниматься после падений. Успешный человек обязательно должен быть воспитан. То есть какие-то морально-нравственные качества, которые лежат в человеке, являются не менее важными, а возможно даже более важными, чем все остальные качества, в том числе, которые касаются работы. Потому что хороший человек, вот его отношение хорошего человека к жизни транслируется на все его сферы, и на работу, и на семью, и на детей. И быть хорошим человеком, возможно, даже более важно, чем быть успешным человеком.